новая такая волна называть крымских татар хрымлы? Я бы просто обвинил этих людей, которые говорят, просто в лицо им сказал: ребята, вы работаете не на те кабинеты. В некоторых кабинетах разрабатываются, вот, я не буду говорить, какие кабинеты, разрабатываются всякие системы по делению нас, крымских татар. Есть теории, там, скажем, вот таврская теория, возьмем таврская теория, что мы тавры. Да. Никто не знает, на каком языке разговаривать, какая там это. Вот мы тавры. А почему они говорят это? Почему пихают это вредное? Потому что киргизы, допустим, или казахи, вот, там таврскую культуру не найдешь. И вроде бы, если мы тавры, то киргизы нам не братья. Казанские татары нам не это самое, не тюрки. То есть мы какие-то вот особенные. Да. Не надо это самое. Мы есть тюрки. У нас есть тюркский мир. У нас есть братья наши, языковые там. Весь тюркский мир, весь исламский мир. Вплоть до монголов, вплоть до японцев, которые тоже прототюрки, прототюркские языки и так далее. Мы все это, да. И не надо этого, мы татары, прежде всего. И крымские это вот ограничение. Я же говорю, крымские нас ограничивают вот этой территорией. Вот. Мы вообще, Крымское ханство, Харым-Юрт называлось наше ханство. Харым-Юрт, юрта, родина. Юрта это основа. Мы в основе своей, вот это вот океан от Венгрии, включая Венгрию, до Тихого океана, это наш мир. Поэтому никаких там хрымлы там, или, я не знаю, там, ну, много нас, вот можно кутлаклы, там, мы кутлаклы, мы там, ну, что это? Так, тем более, это же возникло буквально недавно, то есть в начале 90-х. Я знаю, откуда это возникло, да. Я не буду говорить для да. того, чтобы не компрометировать некоторых людей, или же не, я знаю все, я живу в Москве. Вам виднее туда. Нет, мне виднее, да. Я издалека виднее, да. Я знаю, кто этим пихает это. И некоторые наши, значит, деятели или по своему незнанию, или же по своей продажности поддерживают эту теорию. Вот. Поэтому это очень легко. Мы татары. Казанские татары, астраханские татары. С какими бы татарами не встречался, вот, они всегда говорят: о, без татаров. Вот никакой казанский татар не скажет без хрымлы. Видишь, потому что он казанский татар. Может быть, он с Казани, и казанский татар, Хазан татар теле, вот недавно мне поправил человек, говорит: нету Хазан татар теле, вот татар теле. Понимаешь? Вот в чем дело. И это важно. Потому что как только ты обособляешься, вот, то ты обособляешь то поле, на котором это. Потому что мы изучаем, допустим, свое искусство, историю, все вот в пределах этого. Тогда мы не задаем вопросы, куда делись егисальские нагайцы, куда делись буджакские нагайцы. Мы этот вопрос не задаем. Понимаете? Потому что, ну вот, потому что. Может быть, это желание какую-то уникальность к себе подчеркнуть, что мы обособлены, мы к тем татарам отношения не имеем, мы сами по себе вот такие красавцы. Ну, мы сейчас вот разговариваем на русском языке, да? Ну, Хазан татачата солиш пемукун, фархиохтун, вот, понимаете? И в чем наша обособленность, в чем наша уникальность? В том, что когда приезжаешь там в Астрахань, и астраханский татарин тебя обнимает, и ты будешь уникальный, когда он скажет: ты кто такой? Вот посмотрите, вот этот татарский мир, который там потом, вот были азербайджанцы, кавказские татары, да, до 22-го года, там, или 21-го, там, они были кавказские татары, сейчас они азербайджанцы. Ну вот, был татарский мир, куда входили азербайджанцы, вот. А сейчас он не входит, ментально не входит.